Благодаря стараниям учителя музыки в Вилюйске открылся первый музей «Лаборатория музыки». Какой вклад в культуру внесет новый объект, узнавал Иннокентий Колесов. 2017 год был объявлен годом Марка Жиркова в Вилюйском районе. И была проведена огромная работа по увековечению памяти Марка Жиркова. В этот же год Матрена Петровна начала со своей семьей ремонтировать комнату в школе, любезно предоставленной администрацией школы. И вот настал день открытия музея лаборатории музыки в третьей школе имени Героя Советского Союза Николая Савича Степанова. Музей-лаборатория, потому что в музее в нем хранится много интересных экспонатов культуры и искусства, а лаборатория творческая, потому что есть возможность опробировать эффективные методы и формы работы по музыкальному воспитанию. В музее и лаборатории хранятся много экспонатов, музыкальных инструментов, аудиомагнитофонов, грампластинок. Есть и много книг, нот. Один стенд полностью посвящен знаменитому земляку Марку Николаевичу Жиркову. Чем больше мы будем знать о музыке, о наших музыкальных деятелях, о наших музыкальных, культурных событиях и прошлого, и настоящего, то тем богаче, и сильнее, умнее мы будем. Поэтому я считаю, что это событие, оно уникальное и очень нужное для нашего подрастающего поколения, для истории нашего района и истории нашего города. У хозяйки этой уютной комнаты есть заветная мечта – создание в городе Вилюйске музея Марка Николаевича Жиркова. Мои коллеги и все вместе дружно открыли, они мне очень помогли, и мы открыли музей-лабораторию. Моя мечта исполнилась. Сейчас учащиеся третьей школы будут проводить в этом музее-лаборатории свои музыкальные вечера, уроки, заниматься исследовательской работой, а энтузиаст-педагог Матрена Петровна еще с большей энергией продолжит свою музыкальную деятельность во благо юных вилюйчан. Иннокентий Колесов, Захар Батусов, Вилюйск.